Доброе утро, страна. Татьяна Матусевич и Екатерина Антонова продолжают просыпаться этим утром вместе с вами и продолжают помогать вам встретить новый день бодро. Сегодня четверг, 30 декабря, и до нового 2022 года всего ничего. Каким будет Новый год? Уверена, такой вопрос волнует большинства наших зрителей. А мы сейчас найдем на него ответ, потому что к нам уже присоединился астролог Александр Савинкин уже у нас в гостях этим утром. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, давайте начнем все-таки с года уходящего. У нас еще есть не всего лишь 2 дня, а целых 2 дня. За них многие люди пытаются все успеть, подвести итоги года и что-то там сделать. А что нужно успеть сделать в уходящем году? Да, но объективно времени не так уж и много, поэтому, на мой взгляд, будет уместно подвести итоги уходящего года. Можно небольшую практику провести, взять ручку, блокнот и записать все успехи, достижения и важные моменты из жизни уходящего года. Только хорошее? Любое, все. И плохое тоже? Да, чтобы сам анализ такой. Это поможет понять и проанализировать, чем был год полезен и над чем можно поработать в будущем. И также будет полезно прописать собственные цели на следующий год. И более того, с астрологической точки зрения пространство этому будет способствовать. То есть можно ставить цели как раз-таки эти дни, и тогда они обязательно будут у нас осуществляться. Ну, недостаточно просто поставить цели, нужно будет в новом году еще что-то делать, чтобы все Вот получилось же. и осуществилось. Александра, вот что касательно для всех жителей Республики Беларусь, каким будет Новый год? Для всех нас. Да, для всех нас. Для начала можно сказать, что существует вообще 3 основных подхода в описании года. Традиционный, наш общепринятый на нашей территории по григорианскому календарю, когда Новый год отмечается с 31 декабря на 1 января. Восточный, китайским иногда называют, где Новый год приходится на день новолуния в Водолее. Это всегда разный день. Ну, в феврале когда-то. Да, это будет 1 февраля В этом году. следующего года, 22-го. И так называемый астрологический Новый год, который приходится на день весеннего равноденствия или день солнцестояния, когда Солнце, двигаясь по зодиаку, из Рыб переходит в Овен. Это в этом периоде, это 20 марта 22 года. Вот. И восточный символизм, я думаю, что коротко затронем, будет интересно немножко, что тигр по восточному символизму животное такое творческое, активное, рисковое в каком-то смысле. Поэтому для тех, считается, что для такого рода людей удача будет сопутствовать. Для творческих. Кто творческий, да, рисковый, открытый. Такой как тигр, да. Потому что замечательные есть видео, когда тигры в горячих источниках купаются. Это, конечно, на любителя история. Ну, риск определенно есть, тем не менее. Год, требующий новизны, поэтому для всех готовых к переменам удача и успех будут сопутствовать. Однако символизм непосредственно черного тигра, черным здесь имеется стихия воды, подразумевается, связан с некой такой не очень высокой динамикой и определенной такой рассудительностью. Поэтому, динамика тигра, она достаточно высокая, но вода ее немножко притормаживает. Поэтому взрывной реализации я бы не рекомендовал. То есть в случае, если риски какие-то, нужно обязательно просчитывать последствия, и тогда все будет благоприятно складываться. В общем, не летим, не мчимся, а живем в моменте, да, как сейчас И любят все тогда говорить. будет у нас однозначно хорошо. Александр, вы рассказали нам о том, что вот есть 3 подхода к Новому году. Да. Собственно говоря, вот этот самый тигр, он у нас наступит, если я правильно понимаю, в феврале. Да. Начнется. А вообще, как вы относитесь, как астрология относится к смешению различных традиций? Традиции, в принципе, неплохо. Я не вижу в них противоречий никаких. И более того, любая традиция — это очень сильный инструмент, который мудрость веков и поколений в себя закладывает. Но единственное, что к ним нужно подходить всегда осознанно и как минимум понимать, что и зачем делается. Только лишь в этом случае можно отдачу максимальную получить. И если мы синтезируем и скажем, что восточный подход тигра такой, то более традиционный наш подход, который по григорианскому календарю, да, мы с вами встретим через пару дней, энергия года, она будет значительно более активная и динамичная, чем в уходящем 2021. Больше общения, больше контактов, больше переговоров. Все, что связано с интеллектуальной деятельностью, учебой, торговлей, договоренностями, будет развиваться более благоприятно. В целом энергия года проходит под таким символической борьбой нового и старого. С точки зрения астрологии это влияние напряженного аспекта Урана и Сатурна. Это справедливо как для всех процессов, для всего общества, так и для каждого отдельного человека. Поэтому если вы чувствуете необходимость что-либо изменить в вашей жизни, что-либо новое привнести в нее, то энергия года обязательно поддержит. И для этого самыми подходящими месяцами для серьезных изменений в жизни будут все летние, июнь, июль, август, сентябрь и декабрь.
Хорошо, мы запомнили. Но я, вы знаете, с такой бытовой точки зрения хотела спросить, когда у нас Новый год мы отмечаем в ночь с 31 на 1, и фигурку тигра ставим Вот. на стол, а он-то, тигр, еще не пришел. Ничего плохого И этим не наряд у сделаем. нас Да, и какой-нибудь. наряд там тигриный Пятнистый. надеваем. Глобально нет, я не думаю. Все, можно. Хорошая Хорошо. традиция. Ну хорошо, есть еще одна традиция, я думаю, многие белорусы тоже ее поддерживают. Это когда под бой курантов мы думаем о чем-то хорошем, мы загадываем желание. Может быть, пишем желание на бумажке, на салфетке, быстренько ее сжигаем, выпиваем вместе с шампанским. Александр, вот все вот эти вот, вы поняли, к чему я клоню, все эти традиции, они очень похожи, у каждого своя. Нужно ли так делать? Действительно ли это работает? Ну, как ни странно, подобная тенденция в этом году достаточно сильна. То есть, если веришь, то обязательно это все случится. Но поэтому не стесняться, загадывать можно самое смелое, но по меньшей мере вероятное в реализации желания можно. Вот, и могу, если зрителям будет интересно, короткую рекомендацию по, скажем так, загадыванию Как желаний. это делать? Что значит, Пожалуйста. если это, конечно, интересно. Обязательно. Ну вот расскажем, что, во-первых, лучше всего начать немножко раньше, чем под бой курантов. Успокоиться и четко представить, чего вы хотите. В 55 минут. Ну, можно там Примерно. чуть-чуть, там, 52, например, да, чтобы мало ли что. Четко представить, чего вы хотите. И затем мысленно позволить себе получить желаемое и обязательно обратить внимание, какова реакция То внутри. есть как будто у нас это уже есть, Да. и каково мне с этим вот Да, желанием? какова? Вот это коротко, тут не обязательно. Вот тут важная деталь, это момент диагностический такой. Если, предположим, вы ничего не заметили или ощутили какое-либо негативное переживание, то вполне возможно, что желание не является вашим истинным. Такое бывает. Поэтому рекомендую выбрать другое желание. При ощущении неких положительных эмоций, ощущений, можно перейти к следующему шагу. И затем, очень важно, в максимальных деталях представить, как будто желаемое уже осуществилось и вошло в вашу жизнь. Наполниться этим ощущением, но немного, примерно 3 минуты уделить этому, не больше. И затем полностью отбросить все мысли о желаемом. И потом уже вот бой курантов, салют. И все, Шампанское. да, традиционные мероприятия. И маленькая деталь напоследок, что после всей новогодней феерии необходимо сконцентрироваться на реализации и действиях, которые будут приводить к желаемому. Это самый правильно. важный момент. Александр, спасибо большое. Но теперь мы знаем не то, что там прогноз на неделю, как обычно от вас, мы узнаем, а на целый год. И еще знаем, как желание загадать так, чтобы оно сбылось. Мы вас тоже поздравляем с наступающим. Желаем вам только замечательных и добрых прогнозов, которые вы будете делать. И нам всем, и себе наверняка тоже, чтобы все у вас в наступающем году было просто-напросто на высшем уровне. Ну, до встречи в новом году.